Добрый вечер, уважаемые болельщики. В этот прекрасный воскресный вечер нас порадует нашей любимой игрой хоккей. Башкирская хоккейная лига. Пятый игровой день. Вашему вниманию представляется матч между башкирской генерирующей компанией и акционерным обществом «Транснефть Урал». Прослушайте составы участников. Хоккейный клуб БГК. Вратарь команды Дмитрий Корнилов, номер 88. Полевые игроки. Номер 6 Денис Хисамудинов, номер 7 Эдуард Хабиров, 9 номер Николай Казаков, 13 Андрей Озеров. Под номером 20 играет Пихенько Олег, 21 Габидулин Наиль, 26 Ильдар Ахмедзянов, 28 Альберт Ямалдинов, номер 42 Сергей Вербин, 52-й Валерий Петров, 60-й Хамитов Камиль, под номером 63 играет Венер Гайсин, номер 81 Сергей Соломатин, Ринат Мустафин, номер 83, Марат Азнаев играет под номером 86. Таким составом представлена команда башкирской генерирующей компании. Скрестят клюшки они сегодня на прекрасном льду малой Уфа-арены с командой акционерного общества «Транснефть Урал». Состав команды выглядит следующим образом. Пара голкиперов: Евгений Брындин, номер 60, Ильдар Султанов играет под номером 22. Полевые игроки: Антон Пономарев, номер 5, Альберт Шатунов, 7, Вячеслав Шлыков играет под номером 9, Михаил Тряскин, 10, Айрат Фахридинов, 11, Алексей Благинин играет под номером 12, Мирустай Александр, номер 16, Сергей Лебедев, 17, Роман Прохоров, 19, Михаил Кожев играет под номером 20, 21, Тимур Тагиров, 25, Иван Терехин, 29 Александр Елизарьев, 47 Эрназаров Ильгиз, 48 Эдуард Герасимов, 55 Даниил Дюрягин, 57 Семен Захаров, 71 Коркин Станислав, номер 87 Тимур Нуркаев и под номером 89 играет Илшат Галиулев. Практически все готово у нас к матчу. В ближайшее время начнем. Ну а пока давайте вместе с вами понаблюдаем за раскаткой команд.
Шайба брошена рефери, игра стартовала. Еще раз здравствуйте, уважаемые болельщики. Возможно, для тех, кто только подключился к трансляции, потому что ранее, когда команды разминались, мы уже озвучили составы этих блестящих хоккеистов. И на всякий случай повторим еще раз, что вашему вниманию представляется встреча команд башкирской генерирующей компании, которая противостоит сегодня. Эля скрестит свои клюшки на льду с командой акционерного общества «Транснефть-Урал». Коллега, судья-информатор, представил нас голкиперов, которые обороняют сегодня ворота своих команд. Ну а мы пока наблюдаем за атакой Транснефти. Как-то не сумели закрепиться там эти бравые мужчины. И уже на всех парах команда БГК пытается что-то здесь придумать в зоне у соперника. Ну, не так активно, хотелось бы отметить. Начинается эта встреча. Все прекрасно понимаем. В воскресенье вечер мысленно уже готовятся, наверное, игроки к завтрашнему рабочему дню. Но пока-то на сегодня еще дела не сделаны, дорогие друзья. Сегодня нас ждет прекрасный хоккей. Это 5-й игровой день башкирской хоккейной лиги. И давайте поговорим о том, как развивались события ранее. Также обратимся к турнирной таблице. Ну а для начала, так скажем, немного для небольшого азарта хотелось бы отметить, что ранее у нас 17:15 прошла встреча между командой УФСИН, которая встречалась с Уральцем. Так вот, уважаемые болельщики, со счетом 13-2 представители Федеральной службы исполнения наказаний обыграли наших депутатов вот с таким довольно весомым счетом. Минус 11 шайб. Команда Уралец вот ушла со льда малой Уфа-арены именно с таким результатом. И, наверное, к слову будет сказать, будет им о чем поговорить между собой, ну и, может быть, завтра на очередном заседании также поднять этот вопрос, почему бы и нет. Сейчас у нас 18 часов 54 минуты уфимское время. БГК играет против Транснефть-Урал. Ну и хотелось бы отметить, что в 20:45 у нас еще 20:15, пока заговорился я, первый взятие ворот у нас уже оформлено. Транснефть. На 3-й минуте наблюдаем за повтором, который показывает наш прекрасный режиссер. И да, вот с первого раза, казалось бы, не получилось, да, у Фахридинова что-то придумать, но благо рядом находился коллега Тимур Тагиров и взял всю эту инициативу на себя. 1-0 Транснефть повела. Тимур Тагиров, автор взятия ворот, нежданно-негаданно. На первых минутах уже нам Транснефть, несмотря на то, что являются номинальными гостями, пытается показать башкирской генерирующей компании, кто здесь хозяин. Ну а я продолжу свою мысль, с вашего позволения. 20:15 нас ждет увлекательная встреча между Баш-РТС и акционерным обществом БЭСК, поэтому ни в коем случае не переключаемся. Понаблюдаем еще за этой встречей. Ну и ранее, на прошлой неделе, буквально, если быть точнее, 26 ноября, прошли очередные игры у нас, проходили в башкирской хоккейной лиге. В 4-м игровом дне тогда сразились команды Уралец, Баш-РТС, БЭСК и БГК. Остальные участия принять не смогли в этой встрече. Первыми в тот игровой день сыграли Баш-РТС и Уралец со счетом 5-6. В основное время, ой-ой-ой, ответная шайба у нас. Интрига-то только начинает возрастать, несмотря на то, каким темпом начали играть команды. Уж я и не думал даже, честно говоря, что будут такие быстрые шайбы. Смотрим повтор на моменте. Как же прекрасно демонстрирует себя здесь Марат Азнаев. С разворота принял, обработал и точным бросочком поражает он владение Евгения Брындина. Именно он обороняет створ ворот команды Транснефти. 1-1. Марат Азнаев, герой момента. 1-1. Ответная шайба побывала
Так вот, продолжу рассказывать. Значит, первыми на прошлой неделе у нас играли Башар ТС и Уралец. Со счетом 5-6 одержал победу команда Уралец. По штрафным броскам для выявления победителя потребовались таковые в той встрече. А вот в основное время как-то никто не отличился там из команд. Вторыми играли команда БЭСК, встречалась с БГК. В той встрече завершилась она со счетом 5-2 в пользу БЭСКа. Генерирующая компания уступила. Пока прервемся, понаблюдаем за атакой. Но нет, как-то не особо рвался к шайбе там игрок БГК. А вот белые показали себя более активней. Вдвоем ушли в защиту. И взяли шайбу, по крайней мере, ненадолго под свой контроль. Так вот, на прошлой неделе у нас в команде БГК по одной шайбе забросили Сергей Вербин с передачи Александра Карова. И также Андрей Жуланов отличился. Ассистентом в том моменте выступал Марат Азнаев. Да, и как раз-таки не состоялось, точнее, была перенесена встреча. Ой-ой-ой, здесь опасно! Транснефть, что вы делаете? Ответная шайба, одна за одной у нас как-то буквально вот интереснейшим образом складывается матч. Смотрим на повторе. С правого фланга заходил здесь у нас игрок команды Транснефти уже на добивании. Так, ну, Лебедев, да, у нас замыкал все это дело, а вот именно первый темп атаки, по-моему, у Романа Прохорова был. И какие-то вопросы есть у нас у арбитров, подошли они, подкатились скамейки команды БГК, но нет, шайба-то засчитана, и здесь вопросов быть не может. Транснефть выходит вперед. Сергей Лебедев, да, все верно, мы вместе с вами рассмотрели, уважаемые болельщики, это был именно Сергей. Вторым темпом атаки, уже находясь практически перед Дмитрием Корниловым, по крайней мере на минимальном расстоянии, все сделал максимально на опыте, заставил протиснуться игровой снаряд через синюю линию на ворот Дмитрия Корнилова. И тем самым по-прежнему, как и с первых минут матча, взяли под свой контроль инициативу в плане счета, по крайней мере, команда Транснефть. И по-прежнему продолжает выступать здесь в роли, так скажем, определенных фаворитов. Напомним, что на прошлой неделе игра между командами Транснефть и УФСИН, она не состоялась по той причине, что была перенесена на 13 декабря. На следующей неделе встретятся эти коллективы, ну и как бы, так скажем, согласно расписанию, поставят точку в этом матче, наверное. Половина периода сыграна. На данный момент ведет у нас команда Транснефть. Или, с вашего позволения, могу, наверное, позволить себе называть их нефтяниками. Так, у нас здесь моменты интереснейшие. С синей линии был бросок, мощный хлесткий, фиксирует шайбу Дмитрий Корнилов, а вот боковой арбитр, по-моему, перед этим у нас линейный зафиксировал там проброс. Также, дорогие друзья, не могу не оставить без внимания этот факт, что 1 декабря у нас все-таки был День хоккея, Всероссийский день хоккея, праздновала Россия. И здесь, понимаю, что уже как бы задним числом, да, но мы-то с вами не встречались в эти даты. В эти даты мы с вами не встречались, к сожалению. Да, удаление у нас здесь, и вот как раз-таки в тот момент, когда перед броском
игроков Транснефти. И раздался свисток, потому что было, собственно, касание шайбы. И вот мы видим, как результат этого действия Антон Пономарев, номер 5, у нас находится в штрафном боксе. Атака белых срывается. И вот, дорогие друзья, 1 декабря, что я все тяну. 1 декабря был Всероссийский день хоккея. Поздравляем всех болельщиков, причастных, коллективы команд, в целом Башкирскую хоккейную лигу. Желаем прочного льда, захватывающих игр, надежной защиты, ярких побед, громких болельщиков и доброй удачи. Да, крупным планом показывает нам режиссер Евгения Брындина. Ну, несмотря на то, что, не сказал бы я так, что прям очень активная атака была, но тем не менее, вот как мы видим, сейчас очень к месту, да, Евгению слегка перевести дух. И после вбрасывания можем продолжить далее. Хисамудинов на точке вбрасывания от БГК поборолся и оставил шайбу за своим коллективом. Вербин за воротами. Хисамудинов уже на правом фланге. Пихенькова просил сделать на него пас. Располагался он в левой части зоны команды Транснефти. И вот так предлагал себя активно, но никто из партнеров так ему игровой снаряд в том моменте и не передал. Поэтому Пихеньков решил самостоятельно продемонстрировать вот нам такой увлекательный сольный проход. Но, впрочем, атака БГК продолжается. Наброс на ворота от синей линии. А здесь уже у нас караулит Азнаев. А он-то отличался уже сегодня однажды. Ну и почему бы и Марату не пойти на дубль в теории. Нуркаев от Транснефти справа. Бросок с полуборчика. Не точно. Шайба уже в средней зоне. Габидуллин сыграл на Петрова. Ну и вот так. Зрительские овации в виде аплодисментов. Сейчас прекрасная пятерка башкирской генерирующей компании все-таки свои взяла, да? Турнирная таблица на данный момент выглядит следующим образом. Уважаемые болельщики, хотелось бы отметить, что без учета сыгранной игры между Евсином и Уралец, которая состоялась сегодня, потому как, наверное, вот, после серии игр, да, можно будет как-то подвести итоги и обратиться снова к турнирной таблице. Но, тем не менее, на данный момент она выглядит следующим образом. Транснефть Урал возглавляет у нас хит-парад. Если быть точнее, турнирную таблицу Башкирской хоккейной лиги. А сейчас, опять же, подчеркивают они статус той команды, которая достойно занимает первую строку в турнирной таблице. БХЛ, и посмотрите, как прекрасно здесь действует игрок команды белых. Так, Прохоров у нас, да, по-моему, еще раз хотелось бы посмотреть. Сейчас послушаю коллегу, своего судью-информатора. По-моему, Роман Прохоров, да, у нас в этом моменте отличился. Бросок-то был какой классный, да, из-под защитников. Два человека сразу, два игрока закрывали ему проход, но здесь вот не долго думая, все-таки не стал как-то ввязываться в эту борьбу. Игрок команды Транснефть. Да, не стал ввязываться в борьбу, сделал бросок из-под защитников, все в целом было классно. Транснефть 3-1 ведет, приближается у нас к завершению уже первый период. Ну и белые пока держат ситуацию под контролем. Как-то более активнее они демонстрируют нам хоккей. Такой сегодня, но не стал бы я как-то делать преждевременные выводы, потому как БГК тоже очень опасны, вот эти ихние контратаки. Умеют они в нужный момент подловить соперника на ошибки.
И единожды они пока на данный момент показывали нам, что демонстрировали, что делать они это умеют. Поэтому предполагаем мы с вами, что пока разминается команда башкирской генерирующей компании. И еще по ходу этой встречи покажет нам демонстративно свои все самые лучшие и хитрые приемчики. Денис Хисамудинов на ваших экранах. Ну, как же мастерски, да, сейчас Денис отдавал передачу на Сергея Вербина. Слегка дезориентировали защитника они вдвоем. Хисамудинов на Знаева. Последний бросать не стал. Борьба возле правого бортика. За воротами уже Вербин. Да, вот здесь вопрос, может ли убежать? Все получается у Романа Прохорова. И браво, Дмитрий Корнилов. Да, как он находился на месте практически даже. Как говорится, не дрогнула рука. Смотрите, как ловко просто в ловушечку себе положил шайбу. И да, максимально на опыте, мастеровито действует Дмитрий Корнилов. Ну и браво, Роман Прохоров. Как же он, да, все-таки в средней зоне сумел опередить там своих соперников и создал такой опасный момент. Выход 1 на 1 с голкипером соперника. Как говорится, мое почтение, Роман. Очередное взятие. 4-1 уже у нас на табло. Транснефть забрасывает очередную снова. Этот коллектив отличается. Тимур Нуркаев, автор заброшенной шайбы. Ну а у нас, дорогие друзья, небольшая пауза. Завершен первый период. Немножко отдохнем и очень скоро вернемся. Врываемся во второй игровой отрезок встречи команды Транснефть Урал и башкирской генерирующей компании. 4-1 после первого периода ведет Транснефть. Ну и хотелось бы закончить, да, мысль на тему турнирной таблицы, которая осталась у нас с первого периода. Уважаемые болельщики, Транснефть у нас возглавляет турнирку. Идут они на первом месте. На данный момент 3 игры у них. Это 4-я. 9 очков в ихнем зачете. 27 шайб забросили, пропустили 2. Согласно статистике. На сайте bhlsport.ru. Да, болельщиков нас показывают. Классно, с флагами ребята пришли поддержать свой коллектив, свою команду, коллег, друзей. И это очень радует в целом. Так, Транснефть у нас лидеры. БГК идет этот коллектив на 4-м месте в турнирной таблице. Сыграны 4 игры. 3 очка в их зачете, соответственно. 9 шайб заброшено, 14 пропустили. Пока здесь Хисамудинов у нас создает опасный момент возле ворот.
Евгения Брындина. И да, вот когда я говорил о том, что ни в коем случае мы как-то не расставляем приоритеты и не списываем никакую команду в этой встрече, потому что есть отважные игроки в составе БГК, которые могут в короткое время практически вот этот перевес в ту или иную сторону-то переломить. Коллега-фотограф попал в прекрасный ракурс нашей видеокамеры. Да, говорил я про сайт bhl-sport.ru. Вот, дорогие друзья, если кто вдруг не видел, заходите, ознакомьтесь с информацией. Симпатичный сайт, сделан классно. Присутствует турнирная таблица, расписание игр, где, когда, какие состоятся. Также есть классный раздел медиа, где можете посмотреть фото и видеоматериалы. Ну и самая изюминка этого сайта, конечно же, магазин спортивной атрибутики. А у нас удаление. Поднята рука арбитра. Да, но музычки, да, по-моему, слегка не хватает так на арене. Что это у нас сегодня, диджей выходной, что ли? Прекрасные композиции. Недавно слышал я на детско-юношеском матче что-то из серии Таркана включали. И так, знаете, вроде как только зашел, да, на трибуны Уфа-арены. На улице прохладно, в арене слегка потеплее, чем на улице. Такое иногда бывает. И тут звучит Таркан, и ты уже мысленно представляешь себя не в Уфа-арене, а где-то на курортах. Согласно этой композиции, наверное, турецкого побережья. Слушая прекрасные песни Таркана, которые, наверное, были популярны в году 2005. Ну ладно, это замечтался я, немножко отвлеклись от темы. Хисамудинов заходит справа. Хабиров помогал, но вот как-то особо в той ситуации не смог, но все сделал максимально, что возможно, так скажем. В средней зоне там небольшую ошибку допустил, да и более того, там рикошетом шайба уже отлетела налево, он был первый на подборе. Сыграл дальше на партнеров, а здесь что происходит у нас, и как-то вот тут поздравление принимает Евгений Брындин от своих коллег, одноклубников, потому что момент был очень такой неоднозначный. Но дело в том, что шайба находилась, как мы видели, практически на синей линии. И вот в таких ситуациях очень важно, да, потому как буквально 2-3 сантиметра влево-вправо, и тут линейный арбитр-то может и засчитать это взятие ворот. Но браво Евгению Брындину. Не пропускает он очередную шайбу. Продолжаем играть в формате 5 на 5. Денис Хисамудинов пытался сделать передачу на партнеров, но партнеры об этом не знали. Борьба за воротами голкипера БГК. Здесь уже у нас Фахриддинов действует на острие атаки. Есть партнеры, можно разыграть. Что, собственно, и делают коллективы. Галиуллин меняет фланг атаки направо. Тут же шайба уже на центре. И владел Айрат Фахриддинов. Но бравые ребята из башкирской генерирующей компании угрозу от своих ворот отводят. Но, впрочем, ненадолго.
Транснефть под контролем держит игровой снаряд Александр Мирустай. Скидочка направо. Кто будет здесь? Да-да, перехват здесь у нас от Транснефти. И вот Александр опять срывает зрительские овации. Браво. Едва ли, конечно, так скажем, не поплатились игроки БГК за эту ошибку, которую допустили на выходе из своей зоны. Такие подарки судьбы команда Транснефть не прощает, но, впрочем, не всегда, как мы видели с вами. Дмитрий Корнилов крупным планом на ваших экранах. Ожидаем мы, пока подъедут все представители команды, и наблюдаем за вбрасыванием в зоне хозяев. Вбрасывание состоялось, но вот игровой снаряд-то под контролем номинальных гостей. Шайба осталась в зоне. Выкатываться не стали, не планировали. Галиулин на синей линии практически требовал, да, чтобы сделали передачу на него. Мы видели, как и поднял клюшку. Он и в целом просил, предлагал себя в этой атаке. Снова Галиулин, браво. Бросок был неплохой, но Корнилов был готов, да, мы все прекрасно видели. Очередной наброс на ворот, да. Ну, как-то вверх уже по-футбольному. Здесь поднялась шайба после рикошета от клюшки. А здесь Хисамудинов, он может и умеет, убегает практически 1 в 1. Тут скидка на партнера, и как же так? Сергей Вербин не попадает по воротам. Ну, если быть точнее, да, там на полном ходу Вербин-то и принять полноценно не смог. Но тут контратака Романа Прохорова, и команда Транснефть закрепляет свое преимущество на нашем с вами табло. 5-1 становится счет. Оторвался от преследования, и в сольном проходе Роман Прохоров забрасывает пятую шайбу за свою команду. Ну, тут, конечно, Корнилов ничего противопоставить не смог. Хотелось бы сказать, что такие не берутся. Почему-то на мысль меня это навело, но, наверное, нет. Такие берутся, но в данной ситуации Дмитрий Корнилов не был готов, к сожалению, для своих болельщиков. Ну а для команды Транснефть это только счастье. Продолжаем двигаться дальше. Ну, мы продолжаем наблюдать за этой прекрасной трансляцией, которую проводит для нас YouTube-канал Башкирской хоккейной лиги. Тагиров заходит справа. На центре помогал Фахридинов. Подключается уже вся пятерка. Буквально Мирюстай здесь, и замыкает Тимур Тагиров. Сам пришел в зону соперника и все сделал для того, чтобы оформить это взятие ворот Транснефть. И, кстати, к слову будет сказать, это дубль Тимура Тагирова. Наблюдаем мы за повтором. Уже он. Да, Айрат Фахридинов там тоже, конечно, принимал активное участие, но Фахридинов нам запомнится здесь только как партнер, который сделал передачу, да, то есть передачу Айрата. Свой дубль оформляет Тимур Тагиров. И опять белые на всех парах. Направляется к воротам Дмитрия Корнилова. Да, не позавидуешь сегодня этому голкиперу. Буквально шквал бросков приходится на него по ходу встречи.
5 минут еще остается играть во втором периоде. И уже счет 6-1 такой становится все больше и больше неприличным для команды БГК. Но зная этот коллектив, да, как играет команда, я уверен, что они еще по ходу матча что-нибудь интересное да нам покажут. Вот, собственно, о чем мы и говорили, дорогие друзья. Азнаев. Наблюдаем еще раз на повторе. Заходил здесь Денис Хисамудинов и уже замыкал эту атаку Марат Азнаев, который не оставил буквально никаких шансов. И за ворот нам глазами голкипера мы можем практически сейчас с вами наблюдать это взятие ворот. И также хотелось бы отметить, что это вторая уже шайба, заброшенная Маратом в этой встрече. 6-2. Продолжаем играть дальше. Едва-едва неразбериха в районе пятака не приводит к тому, что как-то все-таки шайба-то навесом могла и в створ ворот попасть. Но сейчас игроки команды Транснефть, так скажем, судьба сегодня как-то более благосклонна с ним. И, наверное, удача тоже. Мы видели с вами, как шайба поверху ворот в районе перекладины на сетку легла. На траектории была довольно-таки опасная и очень неприятная однозначно для Брындина, вратаря команды. Эта ситуация была. Я отчетливо видел, что он уже как-то не контролировал траекторию полета шайбы. Дальний бросок Елизарьева. Снова. Вторым темпом пытается он что-то здесь предпринять. Ну и БГК можно отрываться. И сейчас Габидулин на ваших экранах с бросочком заходит в зону. Все по классике хоккейных учебников, когда нету никого рядом из партнеров. Здесь уже действовал по ситуации Наиль Габидулин. Интуитивно понял для себя, что нету смысла сближаться с Евгением Брындиным. Более того, защитник находился в зоне, в своей зоне у команды Транснефть. Поэтому, наверное, самый оптимальный вариант выбрал для себя Наиль Габидулин. Так, Галюлин за воротами. Ждет кого-то из партнеров. Мустафин. Снова Габидулин справа. Мустафин двигается по центру. И здесь приподняли бутылочку, да, с водой питьевой. Как это же красиво выглядит. Когда, вот давайте посмотрим на повторе. Очень нравятся мне такие моменты, когда подпрыгивает бутылка у голкиперов. Вот та, что с водой, не подумайте ничего другого. И Наиль Габидулин, браво, забрасывает классную шайбу. Сейчас становится 6-3. Счет становится 6-3. Ну и 3 шайбы разделяют эти коллективы. Давайте вместе с вами попробуем подумать. Ну, отыграть 3 шайбы. Впереди еще один целый период. Это 17 минут игрового времени. Но в теории, если БГК сейчас после перерыва немножко с другим настроем на этот матч выйдут, то, я думаю, такой вариант развития событий возможен. Но с другой стороны, если же Транснефть
не подубавит свой темп и в целом интенсивность игры, продолжит в том же ключе забрасывать, тогда уже шансов для БГК останется очень-очень мало. Елизарьев вдоль борта на Герасимова. Герасимов бросить не дают. Плотно под свою опеку взял Эдуард Хабиров. Тут уже Хисамудинов. Второй период окончен, уважаемые болельщики. Немножечко отдохнем. Продолжаем наблюдать за увлекательным матчем. Это встреча между командами Транснефть Урал и Башкирской генерирующей компании. После двух игровых отрезков 6-3 ведет у нас Транснефть. Ну и ожидаемо, что третий период расставит все точки над «и» в этой встрече. Потому как на данный момент ситуация не совсем однозначная. Если мы даже по первому периоду, да, можем с вами немножечко откатиться назад. Да, мы помним все прекрасно, что Транснефть открыла счет в этом матче. Начали они забрасывать первые, но как уж ловко и сразу отыгралась БГК. Буквально минуту потребовалось им, чтобы оформить взятие ворот. Далее Транснефть у нас как-то слегка так ушла вперед, и приличная разница даже была между этими коллективами. Со счетом 4-1 выиграла команда Транснефть. Но каким-то волшебным образом все-таки игроки БГК нашли в себе силы, забросили еще две. И, собственно, в результате чего на время счет в этой встрече на табло стал зафиксирован 6-3. Удаление в составе белых. Элшат Галиуллин. И тайм-аут берут игроки БГК. Ну да, есть над чем подумать здесь. Домашние заготовочки, секретные наработки. Давайте попробуем подслушать и мы, что же там говорит наставник команды БГК. Играем в формате 5 на 4. В большинстве действует сейчас команда Башкирской генерирующей компании. К слову, будет сказать, очень на руку сейчас им эта ситуация, потому как уступают они в счете 3 шайбы. И в теории есть возможность попробовать реализовать свое большинство.
и сократить отставание от своего соперника в счете. Ну, в ближайшие пару минут Транснефти не очень, наверное, придется легко. Их задача сейчас максимально протянуть время. Как можно дальше отводить угрозу от своих ворот. Ну и в целом, почему бы и не попробовать подловить соперника на ошибки. И мы все прекрасно знаем, что команда Транснефть может оформлять взятие ворот и в меньшинстве. Вчетвером ничего не смущает этот коллектив. Поэтому почему бы и нет. Как, например, сейчас Лебедев, Сергей. Сегодня он уже забрасывал у нас одну шайбу. Может отличиться еще разок. Ну, как быстро меняется ситуация. Только буквально БГК расставились в зоне у своего соперника. Но тут уже вчетвером держат. Удаление у нас будет за кадром, к сожалению, осталась ситуация. Но, судя по всему, что-то связано с дисциплиной там. Да. Очередное удаление. Хисамудинов на точке вбрасывания. Уже втроем действует команда Транснефть. БГК будет пробовать пытаться реализовать подарки судьбы. Где шайба? А в ловушке она у Дмитрия Корнилова, который, прошу прощения, Евгения Брындина, который нивелирует эту атаку, отводит угрозу от своей команды. И после вбрасывания снова БГК владеет шайбой. Но здесь досадно. Андрей Озеров делал вертикальный пас на партнера и не точно, к сожалению. Для него он оказался вынужденный хозяева выкатить в среднюю зону. Но благо для них уже находятся они во владении своего соперника. Бросок прекрасный на Евгения Брындина, но тот на опыте шайбу отражает. Единственное, что зафиксировать, конечно, не смог он их. Хисамудинов заходит с правого фланга, смещается, подходит к Брындину. Бросок неплохой, хлесткий, но не преклонен пока Евгений. Сбрасывание в зоне белых. БГК шайбу там не удалось закрепить. Мне очень интересно, почему сразу три защитника у генерирующей компании, играя в большинстве, находятся практически в своей зоне. Казалось бы, когда нужно пытаться как-то высоким прессингом здесь встречать соперника. Как можно выше. Да, 5 на 5. Продолжаем мы играть в полных составах. И здесь уже говорим о том, что реализовать БГК не получилось свое большинство. А здесь снова опасный момент. И какую красоту нам сейчас демонстрирует Сергей Лебедев. Дорогие друзья, дубль Сергея. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Или уже хэт-трик, это надо бы уточнить мне этот момент. Ну, точно знаю, что дубль, как минимум, Сергея Лебедева. Ну и как классно разыграли они здесь с партнером. Да. Дмитрий Корнилов, ну, как бы, очень мало шансов оставили они ему, если быть точнее. Шансов было немного у Дмитрия Корнилова. И, как мы видим, ни одного из них он реализовать не смог.
Транснефть с преимуществом в 4 шайбы откатывается на синюю линию своего соперника. После вбрасывания шайба осталась за зелеными по правому бортику. Двигается сейчас Ренат Мустафин, да, по-моему, там был. По диагонали пас проходит на Фахридинова. Фахридинов тут же оставляет на партнера. Партнер, недолго думая, с разворота бросок, но защита не дремлет у команды БГК. Андрей Озеров препятствовал полету этого щелчка. Еще момент. Корнилов отражает за воротами. Ну да, не дотягивает здесь Фахридинов. Казалось бы, нет никого рядом, кроме одного защитника у БГК. И как-то можно было что-то, наверное, придумать теорию в этой ситуации, но Петров хотел вытащить шайбу, да не дали. Габидуллин накатывался вперед, поближе к воротам соперника, но здесь зоркий линейный арбитр разглядел нарушение на входе в зону. И мы с вами переносимся в очередной раз на точку вбрасывания. Шайба за БГК. Хабиров под опеку пытался взять Александра Мирюстай. Мирюстай как-то выходит из этого положения. Обыграл одного, но вот уже на втором защитнике испытал трудности Александр. Захаров оставил на партнера. И тут уже у нас Елизарьев вдоль борта. Опять удаление. Да что ж такое. Да, поторопился я с удалением, потому что у нас была игра высоко поднятой клюшкой, а согласно регламенту мы с вами переносимся на точку вбрасывания. Чуть меньше 8 минут остается играть в третьем периоде. 4 шайбы разделяют эти коллективы на ваших экранах. Эдуард Хабиров в средней зоне. В результате борьбы игровой снаряд уступил. Хисамудинов на синий. Хабиров за воротами, уже за своими. Пас на партнера не точно. И тут как же ловко опять подлавливает Сергей Лебедев. Ну это уж, дорогие друзья, точно хэт-трик. Если ранее мы говорили про дубль Сергея, тут уже третья побывала в воротах Дмитрия Корнилова. И смотрите, как он ловко делает это. Если не получилось у партнеров, там Эдуард Герасимов находился также на острие атаки, но вот уже не получилось у Герасимова сделать полноценный бросок, и Корнилов препятствовал там, но благо для команды Транснефть замкнул всю эту атаку Сергей Лебедев. Браво, говорим мы номер 17 в составе команды Транснефть. Ну и продолжаем играть в хоккей. Далее уже 5 шайб разделяют коллективы. И на самом деле сейчас время играет явно не на пользу команды БГК. Более того, удаляется Андрей Озеров. Это капитан команды башкирской генерирующей компании. Оставляет он свой коллектив вчетвером на льду Малой Уфа-арены против пятерки своих соперников. Ну и наблюдаем за реализацией большинства. Насколько ли будет ли оно вообще реализовано. Елизарьев направо. Там Пономарев. Пономарев дальше. Бросок с острого угла не получается. Хотя вроде как до Корнилова игровой снаряд-то дошел. 5 с
небольшим еще нам играть в третьем периоде. Пономарев. По диагонали. Кто здесь? На центре уже. Разыгрывается его коллега. Это Александр Мирюстай. Шатунов. Оставил на Тагирова. Тагиров у нас... Да, отличался Тагиров. И 2 шайбы есть в его зачете. Ну и почему бы, может быть, Лебедева его не догнал? Бросание в зоне темных. Остается игровой снаряд под контролем белых. Что придумают они здесь? Давайте понаблюдаем вместе. Штунов в борьбе возле борта. Черную таблетку уступил. Тут атака БГК. Хисамудинов может и умеет. Мы это прекрасно все знаем. Более того, здесь Сергей Вербин помогал ему в этом моменте, но Денису помощь не потребовалась. Сделал он все сам. Давайте посмотрим на повторе. И в средней зоне отработал отлично. Обыграл одного оппонента. Второго сблизился с Евгением Брындиным, голкипером команды Транснефть. Ну и положил практически под перекладину. Особо шансов там Брындину не оставил. Денис Хисамудинов — это топовый бомбардир команды башкирской генерирующей компании, который, собственно, и показывает нам такие, радует нас красивыми голами и, соответственно, не только нас, но и также свой коллектив выводит хоть на чуточку, но поближе. Тому, чтобы сократить разрыв между своими соперниками. Транснефть, БГК. Счет 8-4 ведет Транснефть. Если придерживаться протокола, так скажем, у нас БГК хозяева, Транснефть в гостях, то, соответственно, счет 4-8. Сказал я 8-4 и поймался сам на мысли, что не совсем, наверное, это правильно. Ну, как-то нужно было выйти из этой ситуации, дорогие друзья. Штунов, вертикальный пас. Тут уже коллеги вовсю пытались разыграться. Роман Прохоров на радостях взял игровой снаряд под свой контроль и полетел на всех парах к Дмитрию Корнилову, но нет. Не согласен был с этим линейный арбитр. 4-8. Двигаемся дальше. Так, Прохоров снова с броском. Нуркаев находился тоже рядом. Вот периодически наблюдаю я, да, такие подобные моменты, как сейчас, присутствуют, так скажем, грешным делом. Команда иной раз допускает ошибки на выходе из своей зоны. Ну и зоркие, ловкие соперники-то караулят подобные ситуации, как мы наблюдали сейчас. Да, ничего особо, так скажем, опасного нам команда БГК в зоне у Транснефти не предложила, но тем не менее поймала на выходе на ошибки, выходе из зоны своего соперника. И бросок мы с вами наблюдали, который до створа ворот Брындина дошел, а здесь пустые ворота, практически уже некому забить, но вторым темпом все-таки залетает шайба очередная в ворота Дмитрия Корнилова. Смотрим вместе на повторе. С неудобной руки бросал Сергей Лебедев. Ну и уже
При зрительских оваций забрал Эдуард Герасимов. 9-4. Одно вбрасывание. Наверное, броска мы уже с вами не увидим. 3 секунды. 2-1. Да, звучит сирена, уважаемые болельщики. Этот матч окончен. Команда «Транснефть» одерживает победу над своим соперником, башкирской генерирующей компанией. Счет в этой встрече 4-9. Мы поздравляем «Транснефть» с победой. БГК держались хорошо, держались долго, но, к сожалению, время в этой игре закончилось. Да, слегка припозднились здесь. Поздно проснулись игроки команды БГК, но мы посмотрели с вами все равно классный хоккей. И вот, несмотря на очень плотные атаки «Транснефти», все-таки игроки башкирской генерирующей команды проявили себя настоящими хоккеистами, держались до последнего, не оставляли до последнего держались по ходу этой встречи, оставляли надежды на победу. Рукопожатие. Ну что ж, дорогие друзья, матч окончен. До новых встреч на хоккее. На следующей неделе будет 6-й игровой день Башкирской хоккейной лиги. Я очень надеюсь на то, что мы увидимся с вами на нем. До новых встреч. Всем всего доброго. Пока-пока.